где царствует злая пурга, маленькой бедной Яранге жила мать со своими детьми. Утро свирепой пурга завывает, но смелых она не страшит. Кто с мужеством дружит, кто страха не знает, тот злую пургу победит. Проснись, ты юне, проснись. Я то, пора вставать. Но дети были ленивые и непослушные, только запах горячих лепешек мог поднять их с постели. Дети, полдня уже прошло, пора вставать. Я хвату! А лепешки уже готовы? Лепешки готовы уже давно, но совсем скоро остынут, ведь хвороста у нас осталось совсем немного, а когда кончится, то и огонь в очаге вовсе погаснет. Тогда нужно успевать взять, пока не ждет теплый. Чур, я первая. Нет, я! Нет, я! Нет, я! Я-то, сынок, пойдем за хворостом. Ну, мам, мне не хочется. Ты, Юне, доченька, может, ты пойдешь со мной? Ну, мама, вдруг у меня ручки замерзнут. Напрасно просила мать детей о помощи. Уж очень хотелось им выходить из теплой Яранги. Делать нечего. Пришлось отправляться ей одной за хвостом. Больше всего Тенне любила свои длинные черные косы. Целыми днями она расплетала и заплетала их, любуясь своим отражением. Время шло, и вот уже первые снежные хлопья говорили о приближении пурги. Устала я, совсем мало хворосту принесла. Этого нам надолго не хватит. Хватит, хватит, мама! А если в очаге погаснет огонь, то сама пурга может к нам явиться в Ярангу. Между тем пурга была уже совсем близко. Вместе со своими верными слугами волками она стремительно приближалась к Яранге, и горе тому, кто попадался на ее пути, словно по качам. Напускала она ледяной холод и разлучила быстро. Так потеряла Лимона маму оленя. Глупые людишки! Вы прожгли мой снежный плащ! Вы за это ответите! Но пока в очаге горел огонь, пурга не смела войти к людям. Она кружила и кружила вокруг Яранги, пока очаг жилище не погас и вовсе. Но вот огонь не погас. Ага! Очаг погас! Теперь я могу зайти в Ярангу! Глупые люди! Вы прожгли мой плащ и за это ответите! Я навсегда заморожу ваш очаг! И пусть замерзнут твои дети! Нет, мои дети будут жить. Как ты смеешь мне перечить, словно глупая птица из-за своих птенцов? Так будь же ею! Мама! Мама!
Но нигде не могли отыскать свою маму, а навстречу им медленно поднималось солнце. Найдете ее далеко за горами, в ледяной яранге пурги. Труден и опасен туда путь, но я помогу вам. Держите мои стрелы с полохи, они выручат вас в беде. А сейчас я спешу, ведь у меня много дел. Смотри, Олененок тоже потерял свою маму. Пусть идет с нами. Пусть тогда он идет с нами. Все труднее и труднее, и опаснее становился путь Рейне и отцов. И все ближе подходили они к владениям жестокой пурги. Чтобы заштопать мой плащ, возьми самые тонкие ледяные иглы и самую тонкую снежную нить. И чтобы завтра мой плащ был как новый, а не то я навсегда оставлю тебя птицей. Кто посмел ранить тебя? Там, мальчишка, девчонка, они тут, сюда, они очень умеют добычи. Ах так! Я уничтожу их! Эй, вы слуги мои! Дрема лежебока! Да тьма тьмущая! Ты, дрема лежебока, пойди в тундру, да и найди мальчишку с его сестрой и навсегда усыпи их. А ты, тьма тьмущая, прегради им путь своим черным плащом. Злая пурга, не бывать этому! Пусть мое тело спрятано за ледяной решеткой, а мои руки превращены в крылья, но у меня есть моя песня, которая не даст им погибнуть. Моя кровь никогда не остынет, и в грозной опасности час. Пусть мужество нас никогда не покинет, и сердце не дрогнет у вас. Ха-ха-ха! Смешно слушать тебя, птица!
мертвых дев. Сейчас я вас усыплю. Спите, звери, спите, дети. Сон милей всего на свете. Будет сладко вам усталым спать под снежным одеялом. Спать, спать. Пусть ни дочери, ни сына не увидит больше мать. Юная кровь никогда не остынет, и грозной опасности Так, пойдь, мама, она ждет, скорее путь. И только дети собрались продолжить свой путь, а вдруг из-за снежной сумки навстречу выбежала мать оленика. Смотри, это олененок нашел свою маму, значит, и мы скоро найдем свою. Благодарность детям оленика быстрее ветра домчалась до далеких, заснеженных гор. Там, среди скал и ущелий, в своей ледяной яранке жила пурга. Детям оставалось пройти совсем немного, когда вдруг путь им преградила тьма тьмущая. Нету, ничего не видно. Не бойся, ты меня, ведь у нас есть солнечные лучи, братья солнца. Спасибо вам, братья солнце! Туйда, нам осталось совсем немного, всего лишь добраться до вершины этой скалы. Эх, совсем немного веревки не хватает. Держи его. Туйда, твои косы! Новый вырастет. Хорошие косы были у Тейне, но с их помощью добрались дети на вершину ледяной скалы и оказались прямо в яранге пурги. Вы зачем пожаловали сюда? Мы забавно! Уходите прочь! Не уйдем! Верни нам нашу маму! Без слов отступила пурга, поняла она, как велика сила человеческой любви и верности. Возвратила она детям маму, сняв с нее чару и вернув ей человеческий облик. Ты,
настоящим мужчиной. Долго рассказывали древние о матери о своих опасных приключениях и необычных